Солим воду, так, чтобы мы рассчитывали, что это блюдо будет просолено. Добавляем туда черного перца, Щепоточку хорошего настроения. щепоточку отличного настроения, 2 грамма опастовского трудолюбия. 10 грамм улыбок. Вот это рецепт. Ага. Здравствуйте, дорогие друзья! Исян Месес. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Наши кулинарные путешествия по Республике Татарстан продолжаются. И сегодня нас встречает Апастово. Апастовский район находится на юго-западе Республики Татарстан. Граничит с Буинским, Тетюшским, Камско-Устинским, Верхнеуслонским, Кайбельскими районами нашей республики и Чувашской республикой. Районный центр – поселок городского типа Апастово. В нем проживает более 5000 человек. По району протекает река Свияга, а также проходит Горьковская железная дорога с 3 станциями. Площадь района 1047 квадратных километров. Численность населения района более 21 тысячи человек. Наиболее крупными предприятиями района являются сельхозпредприятия Янали, Апастовский молкомбинат, Апастовский филиал компании Татавтодор и Каратунское хлебоприемное предприятие. Апастовский район сельскохозяйственный. Здесь возделываются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, гречиха, горох и сахарная свекла. Основные отрасли животноводства – мясомолочное скотоводство и свиноводство. Развитию культуры, национальных традиций в районе способствует районный дом культуры, а также 25 сельских домов культуры, 35 сельских клубов, 29 библиотек и 4 музея. Стоит только пересечь границы Апастовской земли, как путников встречает красиво благоустроенный родник, имя которому дала близлежащая деревня Старая Янали. Расписной шатер словно зовет зайти внутрь и испить целебной водицы. Мы с вами находимся в одном из самых интересных, знаменитых мест Апастовского района. Это деревня Янали. Дело в том, что Апастово вначале было вот здесь заложено, как Большое Яналиево, а потом уже отпочковалась какая-то часть и образовалось то Большое Апастово, в котором мы с вами будем позже. Это место было издавна святым местом для людей, потому что сюда приходили именно к родниковой воде. Начинается этот родник в другом конце деревни Янали, и там есть место, которое жители называют Кизлев. Ну что ж, Руслан, пойдем вперед, попробуем эту воду. И вот хочется сказать, что еще до революции здесь было очень большое село. Например, по переписи 1911 года здесь проживало более 1000 человек в Яналях. Сейчас, к сожалению, только 150. Было 7 больших мельниц, была маслобойка. То есть это было большое такое поселение с булгарскими корнями. Сюда люди приехали еще с булгарских времен. Но особенно наш край стал более многолюдным, когда появились здесь люди, бежавшие от христианизации края. Поэтому вот это место, оно, Яналинский родник, он знаменит тем, что сюда приезжали из далеких деревень, брали воду и этой водой лечили даже маленьких детей от сглаза, от порчи. Так что попробуйте, Руслан, нашу водичку, я думаю, она очень вкусная. Причем она течет, эта вода самотеком, без насоса, из кизляу, из родника, который течет среди лип. Дорогие друзья, напоминаю, что мы сегодня гостим в Апастовском районе. И с нами сегодня готовит педагог-хореограф ансамбля «Пилигрим» Альфира Малиновская. Альфира, Исян Месес. Исян Месес. Какой красивый платье у вас, головной убор прям такой. Это национальный? Да. Руслан, давайте, прежде чем мы начнем готовить, у меня для вас есть очень красивый подарок. Это елочка счастья. Можно, пожалуйста, посмотреть? Пожалуйста. Это ручная работа. Она сделана моими личными руками с моими детьми. То есть мы очень-очень любим с семьей делать разные различные подарки гостям, самым близким, самым дорогим, так что вы являетесь нашим дорогим гостем. Бигзир Ахмед, отдельно спасибо вашим детям и большой привет от дяди Руслана. Ну, рассказывайте, что сегодня будем готовить. Мы сегодня будем готовить тюркское народное блюдо, называется дамляма. Готовится из всех продуктов, которые у вас есть. Это несложное блюдо, но очень вкусное и очень полезное. Мы начинаем с того, что наливаем уже в горячую казан, наливаем масло.
растительное? Масло растительное, да, можно рафинированное. Если кто-то переживает за здоровье свое и ему нельзя масло, то можно этого не делать. Можно готовить без масла. То есть вы ложите в холодную казан то же самое мясо, но при этом вы готовите это под закрытой крышкой, и получается томленное блюдо совершенно безопасное. Мужчине я доверю резать морковь. Ага. Нужно Я будет... думал, вообще ничего делать не буду. Так красиво ты рассказываешь. А я нарежу лук. Как режем морковку? Итак, морковь режем не сильно толстыми кольцами, примерно такого размера. Альфира, ну и вопрос, вот ты так все красиво рассказываешь по поводу еды. Ты, наверное, профессионал в этом тоже? Да. Разве у танцоров хватает времени на еду? Они же мало кушают. Дело в том, что у меня многодетная семья, и мне обязательно нужно, чтобы я умела вкусно приготовить и вкусно покушать. Поэтому я еще, помимо этого, иногда работаю в своем кафе. У нас есть небольшой семейный бизнес, и там я готовлю свои универсальные вкусные блюда. Итак, Руслан, так как мясо, посмотрите, у нас уже дошло до своей кондиции, мы добавляем лук. И все пока так оставляем. И так оставляем, перемешиваем лук, и так оставляем. Вот за этот момент, пока лук доходит до своего приготовления, нужно нарезать все остальные продукты. Возвращаемся. Возвращаемся. Альфира, ну и следующий вопрос. Вот расскажи, пожалуйста, про свое творчество. Чем ты вот живешь каждый день? Я имею в виду вот как раз работу хореографа. Сколько детей у тебя занимается? Где выступаете? Смотрите, Руслан, во-первых, я танцую с детства. Я помню себя, наверное, в 5-летнем возрасте, когда я в первый раз увидела по телевизору балет. И с тех пор я заболела танцами и занимаюсь именно хореографией с детства. Потом я поступила в Институт культуры. После этого я просто поняла, что я не могу жить без педагогической деятельности. Я думаю, ты скажешь, я поняла, что я не могу жить без Опастова, и быстрее из Казани вернулся обратно. Я из Казани вернулась обратно, я вышла замуж. У меня родился первый ребенок, но потом я поняла, что я не могу просто сидеть дома и хочу заниматься именно с детьми. Как раз мой маленький малыш только пошел в садик, и я тут же устроилась на работу хореографом. И с тех пор у меня постоянно детки растут, занимаются, и много-много внимания уходит именно тем деткам, которые занимаются у меня в хореографии. Так, морковочка у меня готова. Теперь Дальше нужно нарезать перец. То есть мясо, пока нам обжаривается с луком, мы его не трогаем? Мы его не трогаем. Ну, раз так долго занимаетесь, упорно, и столько много людей, мне кажется, есть чем похвастаться. Есть. Рассказывайте. Есть. У нас проходил в этом году конкурс «Созвездие Ылдызлык». Сразу хочу сказать огромное спасибо и главе нашего района. Он тоже танцевал? Нет. Он очень-очень нас приветствует, наши занятия. Он спонсирует нас, он всем помогает, всем, чем может. И также хочется сказать спасибо и министру культуры Айрату Минимулычу за то, что он курирует этот фестивальный конкурс, и что это, кстати, очень помогает деткам развиваться как личность. А также у нас есть конкурс очень интересный, называется «Бизнес-заман». Вы, наверное, слышали? Слышал. Вот, в этом конкурсе наша группа «Обычные учителя», которые заняли 3-е место по республике. То есть обычные учителя, представьте себе, приходят к нам на занятия. Еще есть необычные учителя, а это обычные. Обычные учителя занимаются у нас и занимают 3-е место в этом конкурсе. В этом году мы тоже готовимся, и у нас есть очень интересные задумки и сюрпризы. От нашей программы мы желаем всем вашим творческим планам обязательно свершиться и только самые первые места занять. Ну, у нас есть еще хорошая важная вещь. У нас в созвездии Ылдызлык наши дети победили в 5 номинациях. То есть в этом году? Да, в этом году. Это и конферанс, это и певцы, это и соло, и хореография. Так что у нас есть чем гордиться, и, надеюсь, это будет не последнее. Удачно мы в этом году к вам приехали, да? Действительно, Опастовский район – это родина одаренных и талантливых людей. Среди земляков много ученых, педагогов и врачей. На центральной аллее Опастова сейчас можно увидеть новые бюсты великих деятелей культуры Татарстана, уроженцев Опастовского района, поэта Шауката Галиева и певца Фахрина Среддинова, композитора Сары Садыковой, которая всегда считала своей малой родиной деревню Тутаева, Опастовского района, откуда родом ее мама. Действительно, с каждым годом преображается и районный центр, появляются новые памятники и мемориалы. А еще невозможно не отметить, что
что Апастово – невероятно цветущий город. Вернее, в прямом смысле этого слова, весь утопает в цветах. Ну, правда говорят, что все цветы в городе, которые, это все ваши? Да, это все наши цветы. Мы начали с выращивания огурцов и томатов, а вот 5 лет назад уже начали выращивать цветы для озеленения городов. Благоустроили своими цветами, и весь район как бы уже сажает наши цветы. Ну и, конечно же, мне было бы любопытно, где же выращивают такую невероятную красоту. И я отправился в теплицы. А сколько растений, сколько видов растений, цветов? Цветы в основном, ну, однолетние цветы, это в основном петунии. Все любят петунии. Это уж ампельные петунии, они как бы для кашпо, для таких вазонов сажаются. А еще есть петунии, которые уже сажаем на землю. Потом бархатцы, агератумы, алисумы, их видов где-то 30 мы сажаем однолетних. Ну, самое главное, что благодаря вам Апастово настоящий цветочный город. Да. И, мне кажется, единственный в республике. Да, да. Итак, я дорезаю картофель. Руслан, вам доверю капусту. Нужно будет просто пару листов верхних снять. Вот мы все сняли. А теперь просто вот такими крупными частями порезать. Итак, Руслан, пришло время нам продолжать добавлять уже все овощи. Посмотрите, Руслан, все очень просто. Просто выкладываем. То есть мы не перемешиваем, просто слоями? Нет, просто слоями. Первый слой мяса, лук, значит, жареный? Да. Если вы готовите без масла, вы просто выкладываете сырое мясо. Просто выкладываете далее все овощи в таком же порядке, в котором я сейчас это сделаю, и просто ставите в духовку. Опять мой вопрос, где же соль, где перец? Ничего не ставите. Пока ничего не надо? Ничего. Давай я подержу, чтобы потом не говорили, что Пожалуйста. Руслан Шарафутдинов не помогал готовить домлама. Следующий у меня вопрос. Расскажи подробнее о культурной жизни, потому что в Апастово она кипит, это 100%. Здесь 4 сабантуя в год. Да, Кто правда. придумал? Как вы так отдыхаете? Дело в том, что я работаю в детском творческом центре «Селет». И конкретно наш центр проводит сабантуй детский. То есть этого нет нигде, только у нас. Все развлекательное, все для детей. Так, ну первый сабантуй это детский, второй? Детский. Второй у нас сабантуй. Это для детей войны. То есть это тоже проводится только у нас в Апастово. Собираются ветераны, дети войны. Проводится чествование всех наших ветеранов. Дарятся подарки, памятные призы. Так, это второй, ну и третий, четвертый в двух словах. Обычный сабантуй. Это 3, а четвертый? Да. День молодежи. Я думаю, для тех, кто не был на первых 3, еще дополнительно перед Новым годом. Итак, посмотрите, Руслан, чуть-чуть. Кстати, очень красивое блюдо получается, я хотел еще заметить. Посмотрите, вы выложили слоями морковь, Морковь, картофель, картошка. баклажан. Баклажан. Баклажан можно заменить либо огурцом, либо кабачком. Мгм. Цукини, пожалуйста, на любой вкус. И И теперь мы ложим помидор, помидор положили, и сейчас болгарский перец. Да. Заметьте, Руслан, я до сих пор его не посолила. И Я не вот поперчила. все жду этот момент. Хорошо, о спортивной жизни расскажи нам. Ну, давайте начнем с того, что у меня детки спортивные. То есть у меня старший сын, который занимается плаванием, и Помогу. он у нас один из лучших в районе пловцов. Средний сын занимается хоккеем. То есть здесь в Апастово есть хороший бассейн новый? Хороший бассейн. Ну, он не новый, но он очень хороший. То есть для детей дается все. Капусту мы доложили. Теперь нужно будет просто взять те 2 листа, которых мы оставили. А, вот почему мы их Да, оставили. да, вот почему мы их оставили. И накрываем. И накрываем полностью все блюдо. Ну-ка, давайте, Руслан, попробуем. Вот. Так, подожди, Теперь и до мы сих пор не солим, не перчим? Нет, теперь смотрите, Руслан. Теперь мы берем чашечку, наливаем сюда воды. Угу. Видишь? Так, Теперь берем соль, солим эту воду. солим воду, Мгм. солим воду. Так, чтобы мы рассчитывали, что это блюдо будет просолено. Добавляем туда черного перца, Щепоточку хорошего настроения. щепоточку отличного настроения, 2 грамма апастовского трудолюбия. 10 грамм улыбок. Вот это рецепт. Ага. Это перец красный, жгучий. И Заливаем. заливаем сюда.
Сколько готовится это блюдо по времени? Если мы мясо жарили, то час. Если мясо не жареное, 1,5. Димлама. Мясо нарезали на кусочки и обжарили в казане на растительном масле. Затем к мясу выложили лук и обжаривали, помешивая до светло-коричневого цвета. Далее слоями выложили нарезанную кружочками морковь, картофель и баклажаны. Затем нарезанный соломкой болгарский перец и помидоры. Капусту нарезали на крупные куски и также добавили в казан. В пиалке с водой развели соль и черный молотый перец и аккуратно влили в казан. Все содержимое казана накрыли целыми капустными листами, прикрыли крышкой и тушили до готовности. А пока блюдо готовится, у нас эксклюзивные кадры из центра Апастово. Музыкальный подарок от местных жителей. Районнар белән дә яшибез туган төсле, Ислам камытаныгы, кайбыш буа тәтеше. Күрше районнар белән дә яшибез туган төсле, Ислам камытаныгы, кайбыш буа тәтеше. Бергә булык, бердәм булык, без апаслар, якташлар, ялкын булып дөрләп янсын без кабызган учаклар. Бергә булык, бердәм булык, біз апаслар, якташлар, ялкын булып дөрләп янсын без кабызган учаклар. Эй апасым, апасым, синдә күңелгә рәхәт, бик матур да, бик батыр да булганың өчен рәхмәт. Эй апасым, апасым, синдә күңелгә рәхәт, бик матур да, бик батыр да булганың өчен рәхмәт. Матурда, бик батырда, апасым, сиңа рәхмәт. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, мы сегодня гостим в Апастово. Готовим очень вкусное оригинальное блюдо – дымлама. Правильно назвал? Правильно. А придумала его, вернее, рецепт нам сегодня приготовила педагог-хореограф Альфира Малиновская. Итак, Руслан, пока блюдо у нас готовится, у нас есть минуточку времени, чтобы приготовить замечательное блюдо. Десерт называется лакомка Апастово. Итак, для этого нам нужен йогурт со злаками желательно, катык, татарское национальное блюдо, и творог. Можно зерновой, можно обычный. При этом мы берем малину, любые фрукты, какие у нас есть. Все, что растет в Апастово. Да. Виноград, Бананы, мандарин, бананы. Вы, Руслан, чистите виноград и мандарин. Хорошо. Я почищу банан и нарежу его. Возьмем стакан, поставим, положим туда банан. Потом мандарин. Мандарин. Совсем немножечко мандарин, так что я жду вас. И малину. Альфира, расскажи, пожалуйста, вот где мы с тобой находимся, что это за прекрасное место вот в Апастовском районе? Это место, это Сабантуй. Здесь проходится поляна Сабантуя. Здесь проходят все наши праздники. Вот эти все 4 Сабантуи проходят здесь. Помимо этого у нас здесь проходит лыжня, которая проводится каждый год, ежегодно. Сюда приезжает очень много народу. Все приезжают с детьми. Здесь горки, развлечения для детей, увлечения взрослых, кто вперед придет, и кто последний придет, кто самый старший, кто самый младший. В общем-то, достаточно интересно. То есть не только летом она не пустует, эта площадка, но даже зимой здесь очень весело и интересно. Да, даже зимой весело и интересно, потому что здесь очень много холмистых мест, где дети достаточно легко... Теряются. Нет, очень легко используют их для своих игр. Ну а сейчас? Руслан, теперь у нас еще добавляется сюда катыка. Катык добавляем немного, Пару ложек буквально. буквально пару ложек. Взбиваем для однородной массы. Наш десерт практически готов. Теперь, Руслан, самый интересный ингредиент. Это хлопья. Хлопья Геркулес. Для чего это, как ты думаешь? Это мой вопрос был. Для чего? Давай. Для чего? Хлопья полезны для нашего организма, и поэтому наше блюдо становится полезным автоматически. Это самое главное, кстати. Да. Итак, мы выливаем наше блюдо в красивую креманку и украшаем
Малиной. Малиной. И виноградом. И виноградом. Виноград режем пополам или прям целиком? Ну, это, знаете, на вкус и цвет, товарищ, нет. Давайте одну положим целиком, а одну порежем. Так, то есть, Так. когда мы делаем это блюдо, можно добавлять вместо КТК сметану или творог? Нет, катык, он будет полезнее, чем сметана и творог. Другое блюдо, это будет это для творог. другого. Да, для другого блюда мы сделаем творог. То есть для этого нужно будет творог выложить в креманку. Ага. Укладываем его аккуратненько, одним красивым движением. Угу. Дальше выкладываем малину. Так, давайте я Прям сделаю. несколько, да, вот прям Мгм. маленько. аккуратненько. Да, аккуратненько. Ага. Теперь, опять же, нужен Виноград. виноград, но его в данном случае нужно порезать Порезать. дольками. Да. И Так. тоже десерт готов. Нет. Сейчас мы опять выкладываем творог. А, следующий слой, да? Да, следующий слой у нас творог. Нужно сделать так, чтобы у нас получился слой. Мгм. То есть полностью, чтобы не было видно фруктов. Да. Так, готово. И еще один слой. еще один слой, но это уже из мандаринов. Желательно у мандаринов отделить кожицу. Это несложно. Если вы берете спелый мандарин, то это делается очень легко. И мандарин выкладываем горочкой и украшаем малинкой. Попробуйте, Давай. Руслан. Попробуйте уже поесть? Или попробуйте украсить? Попробуйте украсить. Ой. Я думаю, у вас получится. да, Пожалуйста, красиво. вот наш второй. А еще и будет Второй третий. слой. И будет третий. Берется наш йогурт со злаками. Злаки у нас Ага. для чего? Для здоровья, для пользы. Для здоровья. Берется та же самая малина. Малину можно и заменить любой ягодой, которая у вас есть. И просто выкладываем малину. То есть такой большой слой Просто, здесь. да, большим слоем красивым выкладываем малину. Посыпаем сахарной пудрой. Мгм. И наш десерт готов. Десерт лакомка опастова. Десерт мы готовили в 3 вариантах. Для первого банан, мандарин, малину и овсяные хлопья залили катыком и взбили при помощи блендера. Готовый коктейль вылили в креманку и украсили виноградом и малиной. Для второго варианта десерта мы в креманку выложили небольшой слой творога, затем слой малины и порезанного на половинки винограда. Далее снова слой творога, а затем слой из мандаринов. Верх десерта украсили малиной. Ну и последний десерт, самый простой, но не менее вкусный. В готовый йогурт со злаками мы засыпали целую малину и посыпали сахарной пудрой. Дорогие друзья, мы только что вместе с вами увидели, что за короткий срок можно приготовить 3 таких красивых и, я надеюсь, вкусных десерта. Мы это попробуем чуть позже. Ну а сейчас у меня просьба для наших зрителей. Красивый танец можно? Можно. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш новый канал на Ютубе. Альфира, большое тебе спасибо за такой красивый стол. Начинаем? Пробуем? Начинаем. Пробуем. С десерта или, Ну, конечно, с главным. конечно, с главного блюда, а сегодня это у нас Дамляма. дымлама. Ну, бисмилля ар-рахман ар-рахим. И как вам, Руслан? Альмира, очень вкусно получилось. Действительно, сочетание такого количества, большого количества овощей и свежего мяса, ну, не может быть невкусно. Поэтому бигзур рахмат. Друзья, обязательно попробуйте сделать это блюдо, тем более сейчас самый сезон свежих вкусных овощей. Ну вот, Руслан, теперь пришло время попробовать десерт. Попробуй какой-нибудь из них. Ну, по секрету скажу, что я очень люблю катык, поэтому я попробую десерт с добавлением катыка. Ты тоже давай, кстати, попробуй. Да. А я люблю творог. Хорошо, Апастова. Поел мясное блюдо, потом десерт, а потом купаться. Изумительно. Очень вкусно, но самое главное, полезно. Полезно. Видишь, не могу оторваться. Я рада, Руслан, что вам понравилось. А как я рад, действительно, в Апастово, друзья, особенно летом, красиво, вкусно и весело. Поэтому остаюсь, и уже на следующей неделе новый гость
и новые интересные факты о районе Апастово. А я, в свою очередь, приглашаю всех к нам в Апастово, на Апастовскую землю. Приезжайте, друзья, еще раз, не пожалеете. До новых встреч, увидимся через неделю. Пока-пока. Всего хорошего.